В ответ на совместное обращение 22 стран в ООН с просьбой оказать давление на Китай для освобождения уйгуров, содержащихся в концентрационных лагерях, Пекин заявил, что более 50 государств, в том числе Саудовская Аравия, Россия, Палестина и Катар, поддержали политику китайских властей. Однако, по сообщениям информационного агентства Bloomberg, в прошлом месяце Катар отозвал свое письмо и официально заявил, что будет поддерживать уйгуров. Китай, содержащий в концентрационных лагерях миллионы так называемых неграмотных уйгуров, проводит масштабный культурный геноцид в Восточном Туркестане. По сообщениям радио «Свободная Азия», под эгидой строительства нового социалистического региона китайские власти переименовали название поселка Базар-Бои, расположенного в Каракаше и известного среди народа как Джума-Базар, на поселок Красного Знамени. По словам местного жителя, который не захотел называть своего имени, коммунисты и сейчас продолжают менять названия поселков, деревень, улиц и памятников истории. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдул-Джалил Каракаш выступил с заявлением по данному вопросу. Сначала коммунисты уничтожили наших интеллигентов, деятелей искусства, ученых и историков, теперь же взялись за памятники истории. Действия китайских властей, не считающихся с тысячелетней историей и культурой Восточного Туркестана, не что иное, как предательство и покушение на культурное наследие человечества. Настало время объединиться против беспредела Коммунистической партии Китая. «Я призываю мировое сообщество не оставаться в стороне по отношению к данному вопросу», – сказал Каракаш. После того, как власти США одобрили предложение о поставке в Тайвань 66 истребителей F-16 общей стоимостью в $8 миллиардов, Пекин сообщил, что в случае осуществления продажи введет санкции в отношении компаний, участвующих в сделке. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ген Шуан заявил, что США должны немедленно отменить сделку и прекратить военные связи с Тайванем. Ранее Агентство сотрудничества по безопасности при Министерстве обороны США сообщало, что экономическое и культурное представительство США в Тайпэе получило от Министерства иностранных дел разрешение на поставку в Тайвань истребителей F-16C-D-70 и соответствующих комплектующих. Демонстранты, проводящие сидячую акцию в память о событиях на станции метро Юэйнлонг, где в прошлом месяце пострадало большое количество митингующих, столкнулись с жесткими действиями правоохранителей. Участники акции, собравшиеся на станции около 7 часов вечера, связались друг с другом через Facebook и Telegram. Во время акции звучали лозунги «Независимый Гонконг» и «Полицейские бандиты», а также были развешаны снимки событий 21 июля. Президент США Дональд Трамп пригрозил Германии и Франции, заявив, что Европа обязана вывести несколько тысяч членов ИГИЛ. В случае отказа президент США пообещал вернуть их силой и напомнил, что Соединенные Штаты Америки ведет борьбу с ИГИЛ, несмотря на то, что находится в нескольких тысячах километрах от региона. Трамп подчеркнул, что американские военные не планируют задерживаться в зоне конфликта и призвал страны региона, в том числе и Турцию, к борьбе против ИГИЛ.